человек бизнеса, который не является гражданином той страны, смог открыть там свой бизнес. Можете рассказать чуточку об этом? Да. Как себя реализовывают вообще наши граждане, когда они уезжают в такую страну, как Италия? Ну, Ваша поначалу, история. конечно, сложно. Поначалу очень сложно, потому что языковой барьер и барьеры с документами. Если иметь возможность преодолеть эти два барьера, именно документы и языковой барьер, то Документы вы имеете в виду оформление? Нет, я имею в виду легализация. Легальная Легальное жизнь нахождение в стране. на территории этой страны. То в этом случае никаких проблем открыть свой бизнес. И если ты честный, скажем, платежеспособный бизнесмен, который платишь вовремя налоги, то нет никакой боязни того, что придут, проверят, закроют, оштрафуют. И вообще, я, честно сказать, 12 лет я провожу свой бизнес, потому что я 15 лет там, через 3 года я себе открыл свое дело. Но в течение всех этих лет у меня не было ни одной финансовой проверки. То есть у меня всегда вовремя налоги уплачены, в конце года делается специальный контроль, тебе приходит распечатка по факсу, что у тебя все окей, и ты продолжаешь свою активность в полном спокойствии. Хорошо, когда вы открывали свой бизнес, вам приходилось, не знаю, взятку дать за какие-то процедурные моменты? Никогда никому взятки не давал. И там это очень строго карается законом. Что, нет коррупции в Италии? Говорят, что есть, но лично мне не приходилось с этим встречаться, честно. Ну, понимаете, раскройте чуть-чуть скобки. Как это стало возможным, уехав в чужую страну, 3 года спустя открыть свой бизнес? А что мешало вам открывать свой бизнес здесь? Я здесь свой бизнес открыл. Перед тем, чтобы уехать, у меня был свой магазин, у меня было свое дело. Честно скажу, коррупция была на таком уровне, что платить нужно было всем, всегда, и днем, и ночью, проверки, и все это просто заставило меня закрыть это дело. Но вы хотите вернуться, и хотите здесь продолжить свой бизнес. Вы думаете, наша страна избавилась от этого коррупционного шлейфа? К сожалению, не избавилась, потому что сейчас я же тоже провожу свои встречи со своими друзьями, с бывшими однокурсниками, и видим, что нет больших изменений в этом отношении, но мы надеемся, потому что все-таки, как видим, страна принимает курс на расширение своих возможностей работы с Европой, работа с Россией, и во всяком случае на уровне данных европейских стран мы должны будем принять правильные решения и уйти от коррупции в сторону. Вы знаете, я сейчас себе представила картину. Вы привыкли, что за 8 лет ведения вашего бизнеса, за 12, да, вы сказали, 12 лет ведения бизнеса, а вас там ни разу не проверяли. Вы тут открываете бизнес, который вы намерены сделать, да, и вас приходят за год 4-5 раз проверяют. Ваша реакция? Вдруг захочется собрать вещи и уехать обратно туда, где спокойно можно работать и зарабатывать? Мы готовы к этим контролям, потому что если мы чисты, то нам бояться нечего. Проверят раз, другой, третий, потом увидят, поймут. Я думаю, что будут какие-то перемены в данных органах, потому что мы сюда привозим своих детей, чтобы они эти все изменения привели в жизнь. Так что я надеюсь на будущее такое молодое, которое приезжает из-за границы и все лучшее воплощает в жизнь у нас в республике.